наши 5 дней наших вебинаров с выбора актуальной темы. Это первый шаг, вы знаете, в публикациях. Шаг к успешной публикации – это выбор популярной темы. Потом у нас уже идет поиск команды. Это мы завтра будем говорить, как искать соруководителя. Это для докторантов, как искать члена команды. Это для тех, которые пишут грантовые заявки или которые уже работают в грантах, но вам нужны дополнительные люди в команду, как их искать, или как найти человека, зарубежного эксперта, который тоже может помочь вам со своей экспертизой. Об этом мы будем говорить завтра. И выбор журнала – это третий основной шаг. Об этом мы тоже будем говорить с вами во время этой недели. И также мы дополнительно поговорим о том, как Scopus и Mendeley сможет вам помочь с дистанционным образованием, составлением списка литературы. Особенно это для тех, кто преподает магистрантам, докторантам, или для тех, кто является магистрантами, докторантами. Это как раз для вас будет очень интересно. Ну и для бакалавриата тоже можно это включить в образовательную программу бакалавриата. И также мы поговорим о возможностях Сайвал не только по поиску руководителей, по поиску темы, а вообще, в общем, для аналитики, как эта база, этот инструмент вам может помочь. Ну и прежде всего, прежде чем начинать писать статью, мы должны сесть и подумать, зачем мы ее пишем, какая у нас цель, чего мы хотим этим добиться, потому что основная цель статья – это промежуточный ваш результат, это коммуникация с внешним миром. То есть мы разговариваем через статью с другими учеными, с другими сообществами, с людьми, которые используют продукты научной деятельности, ну и так далее. То есть это наша коммуникация, где мы говорим, что мы, если это обзорная статья, мы прочитали вот это, и мы думаем, что, скорее всего, вот это, или если это оригинальная статья, то мы сделали это, и вот смотрите, и такие результаты получили, которые можно применять там, вот в этой сфере и так далее. То есть это наша коммуникация с внешним миром, но прежде всего основная цель этих коммуникаций – это рассказать другому научному миру, что вы протестировали свою гипотезу и получили такие результаты, которые другой научный мир может использовать для того, чтобы дальше продвигаться в этой области и уже понять, ну вот в этой гипотезе вот это работает, вот это не работает, и уже пробовать какие-то другие гипотезы или методы, ну, или посмотреть, если у вас статья на применение каких-то результатов, то уже посмотреть, как это работает вот, в тех условиях, которые вы протестировали, и в тех условиях, в которых вы сделали свой эксперимент. Это с одной стороны. Со второй стороны мы смотрим, что же публикация может принести нашей команде, потому что, опять же, это коммуникация, и когда мы коммуницируем с внешним миром, мы заявляем о себе как об ученых, как о научной команде, которой можно доверять, которые являются экспертами в этой области. Поэтому публикация может принести популярность вашей команде, а популярность уже приносит новые проекты, грантовые возможности, продвижение по службе. Ну, также в случае с PhD вы выходите на защиту, в случае с преподавателями, профессорами, у вас это входит в KPI, и вы так прославляете свое имя как эксперта в этой области во всем мире, но и также получаете какие-то карьерные перспективы дальше. И начинаем мы писать статью, как мы уже сказали, с того, что мы садимся и думаем, а зачем нам это нужно. Сначала определяем цель,
После того, как мы определили цель, мы думаем, о чем же мы хотим рассказать, чтобы добиться там популярности или добиться там того-то, того-то. То есть чего мы хотим, о чем мы хотим рассказать. И далее мы уже смотрим, а кому будет это интересно, потому что очень важно, перед тем, как выбрать даже свою тему, очень важно выбрать свою аудиторию. То есть если я, например, ну, условно, я делаю исследования в лингвистике, но я хочу, чтобы какие-то мои результаты использовались там в нейролингвистике, в лингвистике и искусственным интеллектом, тогда я буду это рассказывать через призму компьютерных наук. И я хочу, чтобы меня читали люди, которые занимаются исследованиями в компьютерных науках, и условно это сообщество меня читало. Поэтому очень важно с собой сесть, подумать, поговорить с командой, как индивидуально, потом с командой подумать, зачем мы это делаем, о чем мы хотим рассказать и кому мы хотим, чтобы это было интересно, кто мы хотим, чтобы нас читал. И после того, как мы ответили на все эти вопросы, мы уже садимся и думаем, хотим мы писать обзорную статью, хотим ли мы писать оригинальную статью, у нас уже есть какой-то эксперимент, или мы хотим запланировать какой-то эксперимент и потом уже про него написать. Или это может быть записка к редактору, это может быть монография, ну и так далее и тому подобное. Или это может быть пост в Twitter, в Instagram, в Facebook. Опять же, зависит от того, кто ваша аудитория и кому вы это хотите рассказать. Ну, этапы написания статьи вы все знаете. Мы начинаем с планирования выбора темы. Смотрим, чтобы эта тема была актуальна не только для нас и не только для нашей команды, а чтобы она была интересна нашим читателям, нашей потенциальной аудитории. Поэтому мы смотрим, а какие темы им интересны. Исследование, сбор информации. Опять же, если это оригинальные статьи, мы смотрим, какую методологию мы можем применить. И дальше мы уже собираем данные, делаем анализ. После этого ищем журнал. И только после того, как мы сделаем шорт-лист из там, 5, 10, 3, 7, любая цифра, которая вам удобна, делаем короткий список тех журналов, которые нам нравятся, и после этого только садимся писать черновик. Пишем черновик, редактируем и потом уже подаем. И вот весь этот цикл, он поддерживается Scopus'ом, ScienceDirect'ом, Scival'ом, на разных этапах, разными инструментами. Мы как раз это будем показывать. Сегодня первый этап – это планирование и выбор тем. Что нужно, какая у нас должна быть тема? Тема должна привлекать внимание читателя, поэтому очень важно определиться сначала со своим читателем. Кто я хочу, чтобы меня читал. Как можно меньше слов, то есть она должна быть конкретной. Если вы идете, то есть вы выбрали, что вы хотите говорить о своем исследовании, о том, что вы сделали через призму метода, тогда вы идете в тему, включаете этот метод. Ну или не включаете, зависит от вашего сообщества. Адекватно описывать свой контент, коротко, лаконично, понятно и определять основную проблему. Опять же, все сводится к тому, что будет читать мой читатель. Потому что, например, если... Я точно не знаю, какие здесь есть специальности, но опять же, если там социология, социальные науки, вы можете идти через, например, вы сделали качественное исследование, вы можете идти через призму методологии или через призму того, что вы нашли. Ну и то же самое касается естественных наук тоже. Как в этом может помочь Scopus? Давайте сначала. Я знаю, что многие из вас знают, но, может быть, здесь есть студенты, которые не знают, что такое Scopus. Scopus – это база данных абстрактов и цитат рецензируемой литературы. Одна из самых больших баз в мире, то есть сейчас в мире две большие базы данных рецензируемой научной литературы, это Scopus и Web of Science. В Scopus сейчас находится более 80 миллионов записей из более чем 25 тысяч журналов, 100 тысяч конференций, 230
ну, сейчас уже больше, более 230 тысяч книг и более чем 7 тысяч издателей. То есть Scopus — это краткие содержания статей из рецензируемых журналов, из материалов, тезисов конференций, из книг, и также в Scopus есть база данных патентов. Это я тоже покажу как раз по тематике, как раз для выбора темы вы можете посмотреть. Сейчас в Scopus более 41 миллиона патентов индексируется из 5 крупных патентных офисов. Это WIPO, Всемирная патентная организация, EU IPO, то есть Европейская патентная организация, US IPO, Американская патентная организация, JIPO, Японская патентная организация, UK IPO — это патентная организация Великобритании. Все эти патенты, они также индексируются в системе, в базе, но это вы можете увидеть в Cevali тоже. Ну, я это буду показывать. Scopus также является золотым стандартом в рейтинговых агентствах и в агентствах грантодателей. Например, тот же самый Всемирный банк использует Scopus как золотой стандарт для индексации стран, для индексации научного потенциала стран, для ранжирования научного потенциала. Глобальное агентство по конкурентоспособности также использует Scopus и данные Scopus как золотой стандарт для ранжирования. Ну и рейтинговое агентство как QS, Times Higher Education использует его как использует данные Scopus. Ну и опять же, зачем нам это все знать? Мы опять же возвращаемся к этому вопросу, зачем? Потому что я хочу, чтобы мою коммуникацию прочитали, чтобы люди во всем мире узнали, что мы делаем, а чтобы именно те люди, которые мы хотим, чтобы узнали, научное сообщество, люди, которые используют научные исследования, результаты научных исследований для производства, там, для создания каких-то политических инициатив. То есть они все пользуются Scopus для поиска этого материала. Сейчас Scopus практически распространен практически по всему миру. У многих стран есть подписка на Scopus, как и у Казахстана. То есть Scopus обеспечивает глобальную видимость для глобальной конкурентоспособности. Также в Scopus, как мы сказали, более 7 тысяч издательств. Это не только большие издательства, как Elsevier, Springer, Taylor Francis и так далее, но это еще и академические издательства, то есть издательства университетские, ну и маленькие издательства. Например, ваш журнал по химии тоже входит, индексируется в базе данных Scopus, ну, и он выпускается университетским издательством, он тоже сюда входит. В общем, в Scopus возможно проводить поиск документов, поиск авторов, поиск сотрудничества, поиск правильного журнала. Но сегодня мы с вами будем говорить о тематике, потому что мы знаем, что Scopus, он создан исследователями для исследователей, и прежде всего исследователи все знают, что первое, что нужно знать, это тема моя актуальна или не актуальна. Нам всегда нужно идти в ногу со временем, идти в ногу с научной литературой, и всегда мы думаем, я думаю, что это очень интересно, это очень актуально, а актуально ли это для всего мира? И вот этот, наверное, вопрос для кого-то актуален, для кого-то нет, но часто у меня этот вопрос спрашивают, особенно студенты, зачем использовать Scopus или Web of Science, а почему не Google? Потому что Scopus специально разработан для поддержки поиска и обработки результатов научной литературы, и Scopus также проводит постоянную курацию контента,
То есть если в Гугле может пройти любая информация, в Scopus информация идет только из рецензируемых источников, и также в Scopus есть специальная комиссия по контенту, которая каждый год перепроверяет весь контент, который есть в Scopus, и есть также искусственный интеллект, который также перепроверяет контент Scopus. Ну и давайте начнем. То есть как нам начать работу в Scopus? Мы просто заходим в www.scopus.com. Зашли. На территорию университета с любого Wi-Fi вы можете зайти, и у вас сразу откроется вот так вот Scopus. Если вы хотите работать из дома, вы можете... Сейчас давайте я покажу это. То есть вы можете зарегистрироваться под, если у вас есть kaznu.kz, ваш университетский аккаунт, то вот здесь вот вы нажимаете Sign In. И вот здесь вот, ну, у меня, поскольку он помнит мои аккаунты, здесь Sign In via your institution, то есть войти в базу через свой университет. Вот сюда нажимаем, и здесь вы пишете свой e-mail. Первую часть @kaznu.kz, и дальше вы нажмете Continue, и он уже вам покажет. Если вы когда-либо, может быть, год назад, может быть, 3 года назад, ну вот когда-либо в Scopus регистрировались, он всегда запоминает вас, и если он вас помнит, то он у вас просит пароль. Если у вас никогда по этому e-mail не было в базе данных, он у вас не будет спрашивать пароль, он у вас спросит, как вас зовут, какая у вас фамилия, и попросит придумать e-mail. Пароль. Вы придумываете пароль, и так у вас создается аккаунт, и вы сразу можете получить доступ уже через университетский аккаунт. Если у вас нет университетского e-mail, или вы по каким-то причинам не хотите им пользоваться для входа в Scopus, у вас и вы хотите из дома работать, то вам нужно будет обратиться в библиотеку, и вам там помогут настроить удаленный доступ. Но вот легче всего удаленный доступ через свой корпоративный e-mail настроить и уже дальше с этим работать. Все, мы настроили доступ, мы зашли в систему, и мы на первом этапе собрали материал, или у нас какая-то идея у нашей команды появилась. Теперь нам нужно проверить свои идеи и посмотреть, как свои идеи рассказать, прокоммуницировать через призму, какой тематики нам лучше это сделать. Потому что любой материал можно сделать интересным. Самое главное — выбрать аудиторию и выбрать правильно тему, которая именно покажет то, что вы сделали. Мне очень нравится пример. Кто-то его знает, кто-то его не знает, но если здесь есть коллеги с медицинского, они знают этот пример. Многие из вас знают лекарство, которое называется Viagra. Но, может, кто-то знает, может, кто-то не знает. Изначально этот препарат, он разрабатывался как препарат для лечения высокого артериального давления и тестировалось также это как гипотеза. Этот препарат тестировался как Pfizer для препарат для кардиоваскулярных заболеваний. И потом они заметили вот такой вот эффект этого препарата побочный, и уже начали коммуницировать этот препарат через призму вот этого побочного эффекта этого препарата для лечения эректильной дисфункции. Как раз этот препарат, условно, Pfizer потратил только 1% всех своих расходов на НИРС своей компании, и этот препарат, этот патент им давал практически весь доход, который они сейчас получают. Он именно шел от этого патента,
И вот так вот Pfizer заработал именно на побочном эффекте этого препарата, потому что они правильно скоммуницировали этот побочный эффект. То есть у вас тоже может быть так, вы сейчас работаете, у вас есть какие-то данные, вы их собрали, вы сейчас их, может быть, анализируете через призму какой-то тематики, но она не совсем актуальна. Просто посмотрите, может быть, у вас есть в этих результатах какие-то подсказки, через что вы можете проанализировать и коммуницировать именно свои находки, чтобы, опять же, получить успешную публикацию и уже дальше пойти как эксперт в этой области, и уже получить больше цитирований, получить больше признаний. Давайте начнем. Первый метод, как я ищу актуальную тему. Я в Scopus зашла, здесь ничего не трогаю, он нам показывает. Давайте я сделаю. То есть у него интерфейс может быть на разных языках. Вот я включила на русском языке. Но поиск мы совершаем на английском языке, и все ключевые слова мы пишем на английском языке. Даже, ну, как мы с вами говорили, в Scopus есть документы на практически 40 языках, но все они загружаются, все абстракты загружаются на английском языке. То есть, условно, если статья была написана на казахском языке или на русском языке, абстракт все равно будет загружен в базу данных на английском языке. Давайте, если есть у кого-то ключевые слова, можете мне написать. Если нет, то я использую любое ключевое слово. В чат можете мне написать. Ну, давайте используем. Сейчас это очень модное ключевое слово. Экономика закрытого цикла. Как раз это такое междисциплинарное исследование. Оно идет по разным направлениям для разных экспертов, разных научных команд, разных факультетов, разных институтов. Такое супер популярное ключевое слово. Да, если вы подняли руку, вы можете просто в чат написать свое ключевое слово. Ну, давайте пока по этому начнем, а потом по вашему ключевому слову тоже попробуем. Просто напишите его в чат или вопросы. Я сразу увижу. Как только вы напишите, я сразу это увижу. Ну вот, набрали. Что делать, если я не знаю английского языка или не совсем уютно себя чувствую? Просто перехожу. Ну, я пользуюсь Google переводчиком, вы пользуетесь, то есть любой переводчик электронный, который вам удобен. Пишу на русском языке. Экономика закрытого цикла. И вот вижу, что вот такой вот он мне дает. И мы знаем, что прямой перевод не всегда нам даст хороший результат. Поэтому я просто в Google забиваю, можно в любую систему забить. И вот здесь вот он сразу говорит мне, что вот это не closed loop economy, а это называется circular economy. И после этого я использую это ключевое слово и набираю поиск. Здесь у меня сразу выходит 21 594 результата поиска документов. Что это значит? Это значит, система нашла 21 594 документа, где есть это слово в абстракте, в ключевых словах, в названии. Проверила, посмотрела, но я помню, что у меня основная цель — найти тематику, через которую мне это проанализировать. Первое, что я делаю, я применяю фильтр по годам. Фильтр по годам у вас будет слева от экрана. Смотрю слева и сразу вижу. Фильтр по годам. Выбираю 2-3 года вниз. Если вы, например, в компьютерных науках, то меньше нужно выбирать. Если вы, например, делаете исследования в каких-то, ну, или в истории, то чуть больше, потому что скорость обновления информации, она разная в разных областях исследований. Мы берем средний, мы берем 3 года.
потому что раньше брали 5, но сейчас берем 3, потому что поток информации усилился, ускорился, особенно в постковидный период и в ковидный период поток информации обновляется очень быстро. Поэтому в среднем мы берем 3 года. Взяли 3 года вниз, далее мы вот видим фильтры по авторам, по отрасли знаний, по типу документа, по стадии публикации, по названию. Мы выбираем по типу документа статья, потому что мы хотим написать статью. И по типу источника журнал. Здесь еще, если у меня есть какие-то предпочтения по отрасли знаний, я тоже выбираю. То есть, например, я условно пишу статью, ну, скажем, у меня, то есть мы с коллегами объединились с экономики, там, с математики, мат-моделирования мы какое-то сделали. Но условно мы делаем это по какое-то исследование по возобновляемой энергии, скажем так. Поэтому здесь я могу, ну, я именно хочу через энергию пойти, через их тематики, поэтому я их выбираю. Если нет никаких у меня предпочтений, ну и желательно здесь, наверное, не выбирать никаких предпочтений, а посмотреть, дать волю своей фантазии, дать волю креативности, особенно в поиске темы. Все, выбрала 3 фильтра, ограничиваюсь. Уже меньше результатов, уже мне легче искать будет. Дальше что я делаю? Я сортирую по цитированию, по убыванию. Так мне просто будет легче смотреть и искать. Он мне сразу будет показывать те документы, которые по моим фильтрам получили больше всего цитирований. И мы помним, что если документ получает цитирование, это значит, кто-то его прочитал, кто-то использовал данные из этой статьи и опубликовал свою статью. Чем больше цитирований, тем, значит, более репродуцируемые результаты, тем, значит, больше эти результаты повторили разные команды, значит, этим результатам можно больше верить. Но, опять же, есть статьи, иногда получают много цитирований, наоборот тоже может быть, но это не так часто, что использовали их результаты и сказали, вот их результаты неправильные, и вставляют свою статью для цитирования. Так тоже может быть. Но опять же, мы идем из той повестки, что если их процитировали, то их больше использовали. И все, и просто читаю название. То есть первый этап поиска, мы помним, это поиск по названию. Читаю, думаю, подходит мне, не подходит, интересно нашей команде, неинтересно. Подходит, не подходит, интересно, неинтересно. Так, вот смотрю. И вот здесь вот, например, вот это мне, например, стало интересно. Смотрю. И я помню, что у меня цель поиска — найти тему. Иду вниз абстракта, и вот здесь вот у меня есть темы Сайвал. Что это значит? Мы с вами сказали, что Scopus — это база данных абстрактов, Сайвал — это инструмент, который анализирует эту базу данных абстрактов. Сайвал условно делит статьи по тематикам, и во вселенной данных Scopus смотрят, как цитировали эти статьи, как их смотрели, скачивали, как на них смотрели в блогах, в социальных сетях, как их читали в электронных библиотеках, ну и так далее и тому подобное. Соединяются все эти данные, и темы по популярности распределяются от 0 до 100 персентиль. 0 значит, в статьи по этой тематике никто не заходит, не читает, не цитирует, не скачивает. 100 значит, по сравнению с другими тематиками намного больше людей заходит, скачивает, цитирует, просматривают статьи в этой тематике.
Например, у вот этой тематики процентиль актуальности 99,6. Актуальная тема? Да, актуальная. Если я опубликую статью вот именно по этой теме, буду использовать ключевые слова по этой теме, то как раз я смогу, как раз смогу доказать, что тема актуальна. Для коллег, которые в химии работают, если здесь есть, нет, не знаю точно, но вот здесь вот в Scopus есть еще один инструмент, который может вам помочь. Здесь есть информация по реакциям, по формулам ключевым, которые используются в этой статье. И вот здесь вот можно посмотреть и поискать, и посмотреть вот это все. Да. То есть если есть коллеги, которые по химии. И также можно здесь посмотреть по ключевым словам. Это тоже система, у нас называется система М3. Что она делает? Она картирует, то есть это не сами люди пишут, не сами авторы пишут эти ключевые слова, а есть системы, искусственный интеллект, который сам все ключевые слова основные картирует и уже их выводит. Зачем нам это смотреть, когда мы ищем популярную тему, чтобы найти свои ключевые слова? То есть, может быть, circular economy – это ключевое слово мне не подходит, а мне подходят другие ключевые слова, которые я вот здесь вот могу посмотреть. И здесь как раз они разбиты по тематикам, по инженерии, по фармакопии, фармакологии, ну и так далее. То есть, опять же, зависит от того, какая у меня цель, опять же, как я ответила на вот эти 3 вопроса. Все, мы посмотрели, нам все подходит, 99,6, супер, отлично. Нажимаю на тему. И здесь он мне показывает 3 репрезентативных документа, то есть 3 документа, которые получили больше всего цитирований за предыдущие 5 лет по этой тематике. Авторов, которые больше всего статей написали за предыдущие 5 лет по этой тематике, и аналитика по ключевым словам. Если слово выделено зеленым, то популярность слова растет, то есть его больше используют в этих документах. Если слово выделено синим, популярность падает, его стали меньше использовать в этих документах. Если слово выделено серым, популярность на одном месте. Если слово большое, его много использовали, слово маленькое, его мало использовали. Но опять же, я смотрю, например, food waste, circular economy тоже. То есть если я, например, опять же, все зависит от моих идей, что я хочу делать. Вот, например, мы сделали исследование и видели, food waste есть тоже. И думаем, может быть, мы используем 2 ключевых слова. Это circular economy плюс food waste. Ну и так далее. У меня сейчас на это все ушло, чтобы это все объяснить, около 20 минут. Но когда вы сами садитесь с этой системой, со Scopus, у вас на аналитику одного абстракта уйдет где-то 1-2 минуты. Чтобы выбрать тематику, нужно просмотреть где-то как минимум 30 абстрактов. 2 на 30 уйдет где-то час. Если в команде, даже меньше уйдет, да, то есть час времени на то, чтобы просмотреть, может быть, 60-100 абстрактов и уже определиться с коротким списком или шорт-лист тематик, 10 тем, которые вам больше подходят и через призму которых вы хотели бы сделать аналитику. Если кто-то поднимает руку, если у вас есть вопрос, напишите, пожалуйста, лучше в чат. Я сразу, как только вы пишете в чат вопрос, я сразу их вижу. Вот сейчас нету никаких вопросов, я их не вижу. Если есть вопрос, напишите в чат. И вот здесь вот я сразу захожу, и у вас здесь есть кнопочка «Анализировать SciVal». Вот как раз это аналитический инструмент, на который ваш университет тоже подписан. И вы через него можете сделать больше аналитики. Что это значит? Вот здесь вот вы видели репрезентативные документы, авторы и ключевые слова. Теперь я зашла в SciVal, я вижу намного больше.
вы пропустили начало, как заходить. К сожалению, у нас, наверное, нет времени, но вам всем придет... Ну, сейчас, если в конце будет чуть-чуть времени, я заново объясню, как заходить. Если что, у вас будет ссылка на видео. То есть сначала мы записывали видео вебинара, вы сможете посмотреть, отмотать назад. То есть это все сможете посмотреть. Сейчас вот как только мы вот это все закончим, если останется время, то я объясню снова. Вот, мы зашли в тренды и видим уже у нас больше аналитики. Что здесь показывает? В трендах, в Сайвале, мы просто из Scopus, вот здесь вот нажали на эту кнопочку и перешли сюда. Но чтобы он так сразу открылся, сейчас я тоже покажу, нужно на территории, вот с Сайвалом чуть сложнее, нужно на территорию университета зайти через свой казну, или если не получает, если нет казну.kz e-mail, то в библиотеке попросить, чтобы вам настроили доступ. Вот зашли, что я вижу? Я вижу количество документов по этой тематике за период с 2017 по 2022. Могу выбрать разные периоды, с 2019 могу выбрать. Scopus Hacker 7 превьюға кіреді, Scopus'тың өз сайтына кірмейді, оның себебі неде? Доступ жоқ деген сөз, сіз казну KZ e-mailіңізбен кіруіңіз керек, мен көрсеткендей, немесе библиотекаға барып, сізде казну KZ e-mail болмаса, библиотекаға барып, библиотекада доступ керек деп айтсаңыз, сізге кіреді. Так, ну вот, мы зашли. С 2019 по 2022 1835 документов, 633 документа в международной коллаборации, 68 693 цитирований. Вот это все. Вот цитирований, это просмотров. И персентиль популярности мы видим. И еще один качественный показатель, он называется FWCI, или среднее взвешенное цитирование на документ в области исследования. Средний 1, выше среднего по миру, ниже 1, ниже среднего по миру. Здесь на 40% выше среднего по миру. Что это значит для меня как для автора? Если я публикуюсь в этой теме, я в среднем на 40% быстрее и больше получу цитирований, чем документы по другим тематикам. Еще вопросы? Я казну сайтымен кіре алмайсыз, казну e-mailмен кіруіңіз керек. Да, есть разница входа через личную и корпоративную почту. Когда вы заходите через корпоративную почту, вы можете зайти и сразу настроить удаленный поиск, удаленный доступ. Через личную почту у вас не будет доступа. Если вы, например, сейчас из дома заходите или вне системы университета заходите, то есть вне Wi-Fi университета или не на университетском компьютере, который подключен к Wi-Fi. То есть вам нужно зайти через казну.kz e-mail свой, то есть, ну, условно, там, бла-бла-бла, @казну.kz. Я это буду показывать снова, когда мы вот закончим это, я снова покажу, как это сделать. И вот здесь вот мы видим аналитика по ключевым словам, можем перейти к более подробной аналитике. Он нам показывает ключевые слова. По каждому ключевому слову график, использование, график роста, вот здесь вот растет. Но опять же, да, вот так вот мы сделали аналитику. В Scopus я показала, как искать тематику, теперь давайте покажу в Сайвал. И заново покажу, как куда заходить. Сейчас. Да, чтобы найти нужную информацию, надо искать на английском языке. Это мы тоже показали. Если я не знаю английский язык и не совсем уютно себя чувствую с английским, я пишу в любой переводчик, который вам нравится, пишу слово на русском, перевожу на английский и вставляю в Scopus.
Да, теперь мы заходим в Save All. Чтобы зайти в Save All, ну вот, например, условно у меня есть kaznu.kz e-mail. Я проверяю access. Вот, например, свой институциональный e-mail сюда вписываю, и дальше пишите continue, и он уже вам все настраивает сам. Он вам задает вопросы, как вас зовут, как ваша фамилия, и придумайте свой e-mail. Ой, пароль. Вот, я зашла в свой аккаунт. Это мы уже в другой системе. Мы с вами ушли из Scopus, мы с вами зашли в Save All. Я вот зашла в свой Save All. После определения темы, как найти подходящие журналы, которые публикуют результаты исследований. Супер, отличный вопрос. Мы об этом будем говорить в следующем. Так, сейчас я смотрю по расписанию, когда мы будем. Поиск сотрудничества. 18-го у нас будет поиск журнала. Вот тогда мы более подробно поговорим об этом. Казнуки задигенозмен корпоративті почтамен кірудемін. Онда кітапханаға барып орнатып алу керек па. Ондай проблема болса, онда лучше кітапханаға барып, сол жақтағы эксперттен сұрасаңыз, олар сізге көмектеседі. Так, ну вот, я зашла в Save All. И вот так вот у меня будет это все выглядеть. После этого я захожу в модуль Overview. Мы помним, что мы ищем актуальную тему. Зашла в модуль Overview, и здесь слева тоже идут фильтры. Я нажимаю на фильтр по стране, по институту, и выбираю свой институт, Аль-Фараби Казну. Вот здесь вот. Аль-Фараби Казну. Я могу посмотреть тематики, которые более популярны у исследователя Аль-Фараби. Но давайте сначала зайдем, вот выберем страны, регионы, группы. И вот здесь вот выберем World. Вот здесь вот нужно будет набрать. На английском языке мир это World. Вот набрали, выбрали. Что здесь мы увидим? Мы увидим аналитику всех публикаций, которые сделаны в мире за тот промежуток времени, который мы хотим. Но мы с вами выбрали 19-22 год. И вот здесь вот смотрю, вот здесь вот есть вкладка Topics, тематики. Я в них захожу. Куда мне нужно смотреть? Первое, мне нужно смотреть по кластерам. То есть, например, я хочу выбрать, опять, Circular Economy. Я просто набираю свое ключевое слово и смотрю, в каких тематиках он есть. Но он только в одном. Мне это не подходит. Давайте Economy. Ну и вот дальше вот так вот могу посмотреть. Также есть еще один способ. Здесь All Subject Areas. И здесь выбираю свою область исследования. Например, у меня область исследования экономика, да? Экономика, эконометрика. Ссылка на запись к вам придет на почту через 2 дня. То есть сегодня у нас 16-го, 18-го вам придет на почту. Это будет почта от Zoom. Он автоматически всем разошлет ссылку на презентацию, ссылку на видео и ссылку на сертификат участника. То есть это все вы увидите как раз в своей почте. Все, мы выбрали. Вот экономика, эконометрика, финансы. И вот, куда я смотрю. Вот это топик, кластеры тематические. Вот их персентили актуальности. Здесь средневзвешенное цитирование на область исследования. Мы помним, это качественный показатель. Вот это количественный показатель. Ну, здесь фильтр идет изначально по количеству. То есть он показывает
тематические кластеры, в которых больше всего публикаций. Мы можем сделать по персентилю актуальности самые высокие. Тоже можем пойти. И вот вижу, что экономика, эконометрика, но самый актуальный по персентилю актуальности — это электричество, энергия и экономика. Давайте нажмем дальше на публикацию. Могу проанализировать в глобальных трендах. И опять же, вот здесь вот иду. Количество, средневзвешенный показатель 1,72, на 72% выше, чем в мире. Персентиль актуальности, цитирование, и вот здесь вот они. Разные у нас идут слова. И вот так вот я выбираю, это второй метод через Saval, как вам выбрать тематику. Также я могу проанализировать тематики своего университета. Вот захожу. Вот зашла. Тематики Al-Farabi Kazakh National University, Topics. И Topic Cluster у исследователей Аль-Фараби университета. Публикации в 30 кластерах. И могу посмотреть. Давайте по персентилям. Давайте посмотрим. Вот тоже видим. Electricity, Energy, Economics. Но мы видели, что FWCI в мире был 1,72, а у исследователей, у статей, которые были опубликованы исследователями Аль-Фараби университета, 0,98. В принципе, очень хороший показатель, но это говорит, что еще не весь потенциал реализован, есть куда идти. Можно проанализировать, какие были статьи опубликованы, кем, как, Казахстан были опубликованы, авторы, тематики. И вообще на все публикации можно посмотреть, что ваши коллеги делают. Но это мы уже завтра будем говорить, как анализировать профили, что делать. Но вот здесь вот вкратце мы можем сказать, что да, это приносит вам много цитирований, как и во всем мире, потому что это очень актуальная тематика во всем мире. Но актуальных тематик очень много. Поэтому если вы, например, делаете исследования в литературе, это не значит, что ваша тематика не актуальна. Вам нужно просто посмотреть через разные фильтры и посмотреть, какая же, где я могу больше получить цитирований. То есть, например, вы делаете исследования в области преподавания литературы или казахской литературы, казахского эпоса. Очень часто у меня спрашивают, вот я делаю исследования по Абайтану, где я могу опубликоваться. Можете опубликоваться где угодно, самое главное понять, через какую призму вы хотите. То есть по Абайтану можно и через электричество, если по креативе чуть-чуть подумать, но в основном можно через развитие креативного мышления и так далее, то есть посмотреть, какие тематики популярны и посмотреть, где вы получите больше успеха. В принципе, будете использовать те же самые результаты, которые вы получили, просто у вас будет интерпретация чуть-чуть другая, чуть-чуть другой литобзор, и так далее. И вот так вот вы посмотрели. Мы посмотрели через World, Saval. Две базы мы сегодня смотрели с вами, Scopus и Saval. И еще одну вещь я вам хотела показать. Кто-то из вас знает эту картинку, кто-то не знает эту картинку, но это картинка цели устойчивого развития. Все, наверное, знают, что такое ООН, Организация Объединенных Наций. И в 2015 году эксперты из разных стран ООН, из Казахстана там тоже были эксперты, может быть, кто-то из ваших коллег или вы сами были в этой экспертной комиссии. И эти эксперты, всемирно известные, сидели и думали, делали карту всех проблем человечества. В 2015 году
чтобы за 15 лет можно было создать карту, как их решить. И вот за 15 лет уже что-то решить для устойчивого развития. После того, как обозначили все проблемы, вы все, многие это знаете, особенно кто делает исследования в области менеджмента, управления, ну и все, кто пишет исследования сами, чтобы решить какую-то проблему, нужно ее превратить в цель. То же самое знают международные эксперты, и поэтому все проблемы разгруппировали по группам большим, по кластерам. Вышло 17 кластеров, и их из проблем превратили в цели. И вот так вот получились цели устойчивого развития. Вот они все есть на карте. Но, как мы уже сказали, если проблема есть, то основная задача вообще науки – это решать проблемы для того, чтобы добиться какой-то хорошей жизни для человечества в глобальном таком масштабе. Поэтому вот здесь вот как раз для вас идут все подсказки. То есть если у вас не получается, есть какой-то кризис, не знаю я, про что актуально писать, то мне просто нужно посмотреть вот на эту карту. Это все проблемы человечества, которые есть сейчас на этой карте. А если есть какая-то проблема, то как раз работа ученого – это предлагать разные решения и их тестировать, эти решения, и показывать, как ваше решение может решить какую-либо проблему. Например, если вы сможете решить проблему качественного образования на маленькой модели, там у вас буквально 30 учеников, и вы на них решили. И вы можете написать, как это экстраполировать, как это сделать так, чтобы весь мир сразу смог получить качественное образование. Ну и так далее. То есть вот она карта проблем. Elsevier каждый год с 2020 года выпускает отчеты по исследованиям в областях ЦУР, кто что делает, как что решается. И основные выводы, которые мы получили, это то, что научный прогресс и научные исследования очень важны для решения задач ЦУР, цели устойчивого развития. Очень важно лидерство. И очень важны коллаборации межсекторальные, то есть важно, чтобы академический, научный сектор работал напрямую с индустрией и с политиками, то есть все это вместе работало и вместе взаимодействовало. Как нам посмотреть, какие исследования? Мы здесь заходим в расширенный поиск документов. Здесь вот мне нужно, чтобы было пусто. Иду вниз, и справа от экрана я увижу фильтр по целям в области устойчивого развития и просто выбираю ту цель, которая мне больше нравится, и через призму которого я хочу поговорить о своем исследовании. Ну, например, про Байтану, и, например, это качественное образование. Да? Вот здесь вот поиск. Во всем мире 93 тысячи документов. Опять же, тот же самый алгоритм, 3 года вниз, тип документа статья, тип источника журнал. Ограничиваемся. По цитированию, по убыванию сортируем и просто читаем. Думаю, подходит мне, не подходит. Подходит, не подходит. Читаю, думаю. И вот так вот смотрю. Вот это, например, мне подходит. Опять же, захожу в темы по Сайвал. Вот. Moodle Learning Management System, Dashboards, процентиль актуальности 99,1. Ну, многие из вас делают онлайн занятия, тоже разрабатывают с Moodle. И вот здесь вот мы видим, что эта тема очень актуальная. Learning Analytics, Dashboard. Ну и опять же, тот же самый анализ. Сделала, посмотрела. Дальше перехожу в Сайвал. Еще глубже все анализирую. Смотрю FWCI 1.48. То есть, когда я читаю такие же вот семинары, провожу для исследователей в социальных науках, особенно по педагогике, они говорят, вот, наша тема не совсем интересна, но мы вот видим, что очень много интересных тем
И FWCI 1,48, на 48% выше среднего по миру. И вот здесь вот можно смотреть, анализировать, посмотреть, через какую призму я хочу сделать. Да. Так, это, в принципе, все, что на сегодня мы хотели рассказать. Как правильно выбрать тему, первый шаг. И давайте я отвечу на ваш вопрос. Что делать, если... Как мне зайти в систему? Я захожу в scopus.com, вот, и у меня сразу открывается превью. Чтобы у меня открылся полный доступ, мне нужно, если у меня есть e-mail, собачка.kaznu.kz, то я захожу сюда, sign in. Дальше я, ну здесь просто у меня выйдет вот так вот. Сейчас выйдет вот так вот, sign in via your institution. Вот. И вот здесь вот я пишу там бла-бла-бла, собачка, kaznu.kz. National. Ну вот, Аль-Фараби. Вот здесь вот я пишу e-mail, набираю continue. После этого он мне говорит, если я никогда не регистрировалась по своему kaznu.kz e-mail, он меня спрашивает, как меня зовут, какая у меня фамилия, просит придумать пароль, и дальше уже он меня перенаправляет на страничку, и все, я могу получить доступ. Если у меня не получился такой доступ, то мне нужно обратиться в библиотеку. В библиотеке вам помогут настроить доступ. В Сайвал важно первый заход, чтобы был с территории университета. Поэтому в Сайвал хоть как вам придется, даже если у вас kaznu.kz, вам все равно нужно будет на территории библиотеки зарегистрироваться, и после этого уже дальше дома вы сможете удаленно использовать. Запись вебинара будет вам доступна. Через 2 дня, 18-го, вам на e-mail придет письмо от Zoom с ссылкой на видео, ссылкой на презентацию и ссылкой на сертификат. Мен сізге осы сабанту видеосын кештеу көруге болады ма? Қай жерде сақталады? Я сізге видео өзіңіздің тіркелген, осы вебинарға тіркелген почтаңызға келеді. Видеоға ссылка, презентацияға сілтеме және де сертификатқа сілтеме сіздің почтаңызға келеді. Также вам доступен сертификат участника. Я хотела показать. По этой ссылке, то есть я также вышлю видеоинструкцию. Сейчас хотела показать, потому что часто возникают вопросы. Вот такая будет ссылка. По этой ссылке вы проходите. Здесь я могу выбрать любой язык, ну, русский. Заполняю эту анкету. Надо ответить на вопрос. Я здесь пишу тест, потому что это я заполняю. Да, то есть так вот нужно заполнить тест. Опять же тест. Ну, я, например, исследователь, ученый, университет. Все. После того, как вы заполнили, у вас выходит такая страничка. Чтобы получить сертификат, вам нужно зайти в свой Scopus аккаунт. То есть нажимаете. И вот здесь вот, ну, он мне уже показывает то, что вот у вас есть аккаунт, и зайдите. Я захожу в свой аккаунт. Если у вас нет, он скажет, создайте аккаунт. Вам просто нужно будет по своему e-mail создать аккаунт. И все. И вот выйдет такая страничка. И вам также придет, вот он, этот пароль. Очень важно его без пробелов.
проследить, чтобы он был без пробелов, и все. Он загружается примерно 3-5 минут. Через 3-5 минут вам будет доступен этот сертификат. То есть вот здесь вот можно будет загрузить. Да, то есть вот вы в портфолио свой, в профайл свой заходите, и вот дальнейшие уже в течение 5 дней сертификатов, они все у вас будут здесь сохранены. Вот у меня он зашел. Да, он пока грузится, то есть он в течение 3-5 минут грузится, потом я PDF могу скачать. Все, спасибо вам большое за участие. Я останавливаю запись. Рахмет, Рабиға. Рахмет сізге, Еркін. Сәлеметсіздер ме, құрметті